за вредность. Однажды он накопил около 2 коробок этого молока, Да. еще одолжил у коллег и устроил мне молочную ванну. Лепестков туда добавил, между прочим. Мы веселились от души. А он сделал фото видимо, нашего купания. Надеюсь, что не выложил. Скорее выложил. Слушайте, Ну, так смешно смотрится, мы привыкли видеть, да? Это очень круто. Красиво, там в каких-то дорогих апартаментах, Да. какая-то ванна необычной формы, там, которая стоит посередине комнаты, и так далее, да? Но когда в интернете есть очень много подборок, когда это все обычно, как у всех, да, обычных людей, да? Обычно, причем, как мы все живем, да, обычная ванна, где-то что-то там уже отходит под молоком, но это всегда И странно. вот простое пояснение. Мужчина может готовить, это же круто. Вот я очень люблю, когда мой муж готовит. Это внимание. Он хочет сделать вам приятное и заботиться, чтобы придя с работы, вы поужинали, провели вечер с любимым, а не стояли у плиты и готовили пусть даже эти самые котлеты. Слушайте, речь не о том, что мужчина умеет готовить, не умеет готовить, чтобы вам возле плиты... Речь даже не об этом, чтобы вам возле плиты не стоять. Речь вообще об эстетике романтизма, а не о том, кто там больше сделал, а кто меньше. Если я поднимаю руки, да, вы меня убедили. Уважаемые женщины, вы меня убедили. Теперь получите от нас, будете получать только котлеты. Вот и все. Если бы мой парень на день рождения приготовил бы так любимые мной голубцы или кастрюлю греческого, я была бы вне себя от счастья, но нет. Этот романтик устроил ужин в кафе, так еще заказал красное вино, на которое смотреть после поездки в Грузию не могу. Вот и да. Давайте еще почитаем. Если